клятве Гиппократа есть строка, посвященная мочекаменной болезни. «Я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Даже в те времена была известна специальность уролога, только их называли камнесеками. В нашей стране много людей, страдающих мочекаменной болезнью. Об этом говорят цифры. В течение 1 года было прооперировано около 300 человек. О современных камнесеках и о новых методах лечения мочекаменной болезни в этом выпуске программы Агойсра. Смотрите нас каждую неделю. В последнее время мои знакомые часто жалуются на мочекаменную болезнь и даже просили меня лично посвятить этому передачу. Хотелось бы разобраться в этой теме. На самом деле проблема достаточно глобальная, и больных очень много. Более того, больные дезориентированы, не знают, что с ними происходит, потому что это острая боль в первую очередь, так говоря о колике. Да? Ну, сегодняшний гость поможет нам разобраться во всем. Я думаю, просветит нас. Гвазба Джонни Станиславович окончил Ростовский государственный медицинский университет, ординатуру в городе Ставрополь в Краевой клинической больнице, на кафедре урологии, детской урологии, андрологии с курсом рентгенологии. В данное время работает в республиканской больнице. Главное правило в работе – быть чутким к своим пациентам. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях врач-уролог Гвазба Джонни Станиславович. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я могу предполагать, что вы совсем недавно окончили вуз, потому как очень молодо выглядите. Давно работаете в республиканской больнице? Нет, совсем недавно, буквально в сентябре 2014 года окончил все, ординатуру, университет. И вот с сентября месяца работаю в республиканской больнице. Джонни, вот скажите, пожалуйста, говоря о отделении урологии, да, то есть это целое отделение, может быть, есть какие-то минусы, может быть, есть какие-то плюсы в плане, допустим, оборудования. Все ли у вас есть? Какие операции, большие ли это операции или малоинвазивные операции? Что вообще, чем вы занимаетесь на отделении на вашем? Ну, поток у нас не маленький урологических пациентов. Оснащены мы достойно, если можно сказать так. Немало оборудования у нас есть, нового оборудования, именно, как вы затронули, малоинвазивных. Понимаете, на сегодняшний день медицина приходит к тому, что мы полостную хирургию, именно разрезы, переходят на второй план. Мы погружаемся в эндоскопию. Она себя зарекомендовала, очень мало осложнений бывают. То есть для пациента это легко переносимые операции. А вот причина возникновения мочекаменной болезни? Это образ жизни, это расположение региона, наш жаркий климат, условия труда, где вы работаете, немало значения имеет, физические нагрузки, нервные, стрессовые ситуации, химический состав воды, которую мы пьем здесь, имеет значение. Но также присутствуют другие факторы, которые от нас не зависят. Это аномалии развития мочевых путей, это всевозможные структуры сужения каналов. Нарушается обмен веществ в организме, и из-за этого откладываются соли, кислоты, образуются камешки. Мы часто свои съемки проводим в республиканской больнице, так как это самое большое медицинское учреждение в нашей стране. Сейчас направляемся в отделение урологии. За 2014 год здесь было прооперировано 271 человек. Какие возможности у специалистов-урологов для борьбы с мочекаменной болезнью? Узнаем сейчас. Количество страдающих мочекаменной болезнью заметно выросло за последние несколько лет. Тому подтверждение – статистика. В отделении урологии республиканской больницы за 2010 год прооперировано 64 человека, за 2012 – 243. За 2013 уже 264. И это несмотря на то, что сегодня урологическое отделение совмещено с хирургическим. И так несколько лет в ожидании открытия нового корпуса. Испытываем определенные трудности, конечно, в связи с этим, потому что порой бывает больных некуда ложить, приходится
просить в других отделениях, в сосудистой, в терапии наши больные, как говорится, обретаются. Андрей Бесланович Шоуа – выпускник Кабардино-Балкарского медицинского университета, заведующий отделением урологии. Отделение рассчитано на 44 места, но по факту им отведено 12 коек. В этой палате пациент после операции проходит реабилитацию. Удалили камень из мочеточника с помощью эндоскопии. 3 раза у меня приступ было, а на 4-й раз я вообще криком кричала. До этого вас не беспокоило? Нет, я 10 детей родила, мне никакие боли, даже лекарства, таблетку не пила. Полоснутые операции так называют доктора хирургические вмешательства с большим надрезом. Таких операций все меньше, все больше малоинвазивных, современных, с наименьшим вмешательством в организм человека. Мы готовы осваивать новые горизонты в медицине, лишь бы были качественные инструментарии, говорит Андрей Шоуа. В этом кабинете наши урологи проводят мини-операции дистанционным методом. Этот инструмент для дробления камней в мочеточнике. То есть сюда подключается камера, сюда осветитель. Мы проводим инструмент в мочеточник и видим на экране. Сюда вводится либо дезинтегратор, либо вот для фрагментов щипцы, которые захватываем вот так вот щипцами фрагменты и вытаскиваем по мочеточнику. Эта процедура делается под наркозом около 40 минут. Если камни большие, то назначают несколько сеансов. Год назад вышел из строя ультразвуковой аппарат. Он необходим при дистанционном методе удаления камней. Появился новый, однако, как оказалось, не в помощь. Вот целый год мы были вынуждены работать без УЗИ-аппарата. А в урологии сейчас вот уролог обязательно должен владеть ультразвуковой диагностикой. И не только делать ультразвук, но и оперировать под ультразвуком. Около недели назад получили новый аппарат. Он, к сожалению, несовместим с литотриптором. И у него нет пункционной насадки, которую мы могли бы использовать для каких-либо операций. В сложной ситуации врачи-боги. Такое восприятие у больного. Однако люди в белых халатах не могут вылечить только знанием и желанием. К серьезному заболеванию нужно серьезное подспорье, диагностика и инструменты. Буквально на днях был вынужден без направляющего датчика. Да, ультразвук работает, он ставишь и грубо видно, куда игла. Но тут речь идет о миллиметрах, понимаете? Победителей не судят, если ты сделал, да, даже с этим датчиком. Но если ты не сделал или что-то случится, то тогда, извините меня, скажут, почему же ты, не имея технического оснащения, начал делать. Ну, иногда бывает, что не успеваешь куда-то отправлять больного, он просто не доедет, и на свой страх и риск приходится рисковать и так далее. Завершая наш небольшой обход по отделению, Андрей Бесланович пригласил в свой рабочий кабинет. Армия врачей. Именно такая картина предстала перед нами. Это урологи и хирурги. Скоро наши ряды пополнятся. Подрастает новое поколение врачей, говорит заведующий отделением. Да, еще 2 поколения урологов должно было быть. Заведующий там лет под 60 вот так, да, и ординатор, которому лет 50. Потом я должен был идти, и они. Но учитывая, что у нас такой разрыв из-за того, что сколько было абхазов до войны урологов. При советской власти, когда наша страна имела статус автономии, абхазам было трудно пробить путь в медицину. Врачами становились единицы. Это была политика грузинских властей. Сейчас перед нашими докторами совсем другие проблемы. Чем страшна эта болезнь? Как правило, это инфекционные процессы. В конечном итоге это удаление почки, если совсем будет запущено. Говоря о контингенте больных, наиболее часто встречающиеся пациенты какие? От 20 до 50 лет. Скажите, а какие существуют симптомы и как понять, что нужно обращаться к врачу? Резкая боль в пояснице. Также боль иррадирует в нижние отделы живота. Это ложный позыв, императивный позыв к мочеиспусканию. Невозможно помочиться, да, желание возникает. Есть желание, но нет возможности, да, как говорится. Вот это самое. Боль не стихает от положения тела. То есть пациент, или даже термин такой уже есть, лезут на стену от боли. Колика может длиться от 20 до 60 минут.
Да, она не купируется, очень трудно купируется. И самое главное, что вот именно почечная боль, она не находит места. То есть человек постоянно меняет свое положение тела, тем самым все равно не находит места, где ему не больнее, как говорится. Да? Вот это самое главное отличие, я считаю. Некоторые пациенты видят кровь в моче. У нас очень много контингента от 45 до 60 лет – это аденома предстательной железы. У нас есть оборудование, которое нам позволяет трансуретрально, без разрезов, убирать эту аденому. К сожалению, расходный материал у нее очень такие дорогостоящие, и нам приходится зачастую самим их покупать. Но тем не менее мы не останавливаемся, поток у нас этих пациентов тоже не маленький. Буквально через несколько минут начнется процедура дробления камней. Сейчас мы ждем пациентку перед началом процедуры, чтобы с ней пообщаться. А вот и она. Немного волнуется, но уверена, что все будет хорошо. Сегодня 3-я процедура. Год назад в обоих почках врачи обнаружили так называемые коралловидные камни. Одну почку прооперировали, со второй удаляют поэтапно с помощью дробления. У меня температура поднялась. И почувствовала, что что-то не то приехало, и они обнаружили, что у меня есть камни. Для доктора Шоуа и его медицинской команды на сегодня это не первая процедура. Обязательное правило – одеть защитный фартук. Рентгеновские лучи вредны для здоровья. Вношу свою лепту, помогаю доктору собраться. Я помогаю доктору. Андрей Бесланович несколько лет работал в России. За ежедневное облучение рентгеном каждую неделю ему выдавали 3 литра молока, 4 литра сока, а также заработная плата была выше на 30%. И в 40 лет он имел право стать пенсионером. Эти льготы не предусмотрены в абхазском здравоохранении. Медсестра сообщает, что пациент готов к процедуре. Андрей Шоуа снимает часы. По его словам, от рентгеновского облучения они останавливаются. Наркозист вводит наркоз. Через несколько минут доктор приступает к дроблению камней. После первого сеанса камень разбился где-то на 3/4. Сейчас вот добиваем остатки. Уже завтра больная может быть выписана домой, и через пару недель уберем стенд, и все, проблема решена. Для этой процедуры используют ультразвуковой аппарат, литотриптор и рентген. Под рентген выводится камень, наводят стрелку, и ударная волна фиксируется на камне. Так она дробится и чуть позже выводится из организма. Минут через 20 пациента доставят в палату, а Андрей Бесланович поспешит в другую операционную, где ему предстоит другая операция. Вы сами участвовали в этом процессе, Да, когда конечно, оперировали, конечно, не раз ассистировали или уже да, сами, как главный ассистировали. хирург? Да, были такие ситуации, моменты, и мы не раз это уже делаем, потихонечку прибегаем. Камешки небольшого размера, вообще до 5-6 миллиметров, если мы его четко видим, мы даем ему самостоятельно. Процент отхождения почти приходит к 60, к 70, да, процент отхождения 5-миллиметровых, 6-миллиметровых камней. Джонни, скажите, пожалуйста, вот когда говорим о мочекаменной болезни и об оперативном вмешательстве, есть ли необходимость нашим гражданам выезжать за пределы Абхазии и получать медицинскую помощь у иностранных хирургов, так К скажем? сожалению, есть такое, да, есть такое, опять же, связано с нехваткой оборудования. Опыт у нас есть, но, к сожалению, нет инструментария, и нам приходится зачастую отправлять это. Мы в министерство не раз обращались, они в курсе, они знают, что нам надо. Мы, именно за урологическое отделение говорю, оснащены намного лучше многих отделений. Вот так могу как-то вот выразиться хочу, не обидев другие отделения, но у нас оборудование на достойном уровне. Но тем не менее, вот есть все-таки, чтобы весь спектр охватить операции, кое-что надо докупить. Так я понимаю, кое-что специалистами тоже вы не скудны. 4 специалиста у нас находится в отделении. Я считаю, это нормально. Но все равно, тем не менее, штатов должно быть больше. Пациент у нас поток. Какой у вас поток, кстати, пациентов? Вот я вам скажу так. За 4 года существования именно отделения, где оно сейчас находится, 900 операций было сделано.
Из них, получается, около 250 в год, да, если грубо говорить. Из них 70% это эндоскопические операции. Сегодня в отделении урологии одновременно проводят несколько операций. С одной мы спешим на другую. В больнице среди врачей страх отступает. И даже я, которая раньше при виде крови падала в обморок, спокойно, без паники могу присутствовать на операции. Возможно, потому что внутри этих стен главное правило – это спасение жизни человека. Больше часа бригада врачей и младший медперсонал в центральной операционной. У пациента удаляют грыжу, но это не единственное заболевание. После другая группа врачей продолжит урологическую операцию. Узнаю главного хирурга, кандидат медицинских наук Руслан Смер. Однажды, когда мы с доктором Русланом Смер вели программу Агойсра, он рассказал о том, что во время операции, когда приходится стоять по несколько часов, чтобы восстановиться и приобрести новые силы, он вспоминает картины своего родного села. И это очень помогает. Ассистент, гость нашей программы Джонни Гвазбам. Андрей Бесланович интересуется, как идут дела. Его бригада готова сменить. До конца первой операции еще минут 20. Мы с оператором Артуром Каланди привыкаем к этим кадрам и съемкам. Хирурги не замечают присутствия камеры. Здесь тишина, которую изредка нарушают звуки хирургических инструментов. Их работа – спасти жизнь человека. Наша – рассказать и показать о важности их профессии. И эти кадры не нуждаются в комментариях. Если в операционных урологического отделения республиканской больницы кипит работа, то в Сухумской городской клинической тишина. Отделение сгорело несколько лет назад. С тех пор отделение не восстановлено, оно находится в таком состоянии, как вы видите. Урологи сейчас в составе хирургического отделения делят операционную, палаты, работают в меру наших возможностей. Да. Главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба проводит нам небольшую экскурсию. Эти картины кардинально отличаются от увиденных в республиканской. По словам Вячеслава Фиратовича, нет смысла производить ремонт, нужно строить новое здание. В этом году городской больнице исполнилось 100 лет, и наше медучреждение имеет большую историю и являлось кузницей кадров, говорит Вячеслав Фиратович. Здесь работали известные урологи, допустим, Сократ Яковлевич Аршба, доктор медицинских наук, профессор, который здесь работал в Абхазии у нас, а потом был приглашен в тогдашнюю Грузинскую ССР и был директором института. Вопрос восстановления Сухумской городской клинической больницы остро обсуждался не раз. Нужно ли, чтобы в нашей столице функционировали два больших медицинских учреждения? Если нет, то в каком статусе будет работать Сухумская городская больница? Пока не найдены ответы на эти вопросы, а это значит, восстановление или же строительство нынешнего здания начать невозможно. А пока медперсонал работает в жутких условиях. Эту тему мы обсудим в одной из ближайших выпусков программы Агойсра. Наше население, какие они пациенты? Нам приходится очень много им объяснять, и тем не менее они это не соблюдают. В самый последний момент они обращаются к нам. Это очень плохо. Намного эффективнее будет лечение, если они придут изначально, когда только все начинается. У меня еще немножко сентиментальный вопрос, я думаю, мне это позволительно. А с какими проблемами сталкивается молодой врач, когда начинает свою работу? Как вас, какие в первую очередь, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Какие проблемы? Как к вам относятся пациенты, когда видят, что такой молодой, есть ли хирург, доверие? конечно, есть мнение такое, и когда они видят исход, после того, когда они к нам попали, как они вышли, у них мнение меняется о нас. В основном проблемки я какой-то не вижу, только если материально-техническая база, я опять же говорю, на чем бы поработать. Вот если только этого касаться проблемы.
Ну и зарплаты, конечно. И зарплата, конечно. Вы знаете, как бы это ни звучало, да, многие наши люди, народ наш считает, пришли они в больницу, и миллионы оставили, ушли. Но мы сами лекарства иногда покупаем нашим пациентам. Есть такие у нас люди, контингент такой, которым приходится за свой счет покупать лекарства. И поверьте, мы это делаем от чистого сердца, чтобы помочь людям. И расходный материал на наше оборудование, кстати, тоже. Мы своими деньгами, своими силами пытаемся это все делать. Понимаете, не все министерство нам может предоставить. Мы их тоже понимаем, хотя и жалуемся, и заявки пишем, и постоянно. А как вы думаете, вот как вот поменять отношение к врачам, как повысить их имидж, если в этом смысле есть проблема? Вы знаете, наверное, все-таки у меня в семье очень много докторов. Мне не столько для самому хотелось. Понимаете, мне нравится это помогать людям, потому что это ощущение, когда ты, Алхас вот знает, это ощущение, когда ты помог человеку, и он просто спасибо тебе скажет, и у него с этого миллион стоит, поверьте. Вот это самое приятное ощущение, которое может быть для доктора. Я вот сейчас вас слушаю, вот молодой, для него все новое. Потом вот это сохраняется? Это сохраняется всегда. Благородство, помочь всем. Всегда оно сохраняется. И, ну, сейчас зачем это говорить тоже, но есть все равно люди, которые отбивают охоту, вы знаете, опять же, это наш народ, наш менталитет, но тем не менее мы стараемся как можем. Молодые доктора, но тем не менее не глупые, мы знаем свое дело. Преемственность врачей. Эту тему мы обсуждаем с Сергеем Владимировичем Верзилиным. Быть врачом – их семейная традиция. Его бабушка была доктором. Сергей Владимирович – воспитанник советского здравоохранения. За 40 лет работы на его глазах и руках менялась медицина. Сейчас, конечно, урология стала значительно щадящим. Все это благодаря, конечно, новым инструментам. Одно поколение медицинского оборудования быстро сменяется другим. Такова реальность современной медицины. Если у молодых врачей, недавно окончивших медицинские вузы, еще свежие знания, то как старшему поколению осваивать новые инструменты и получать новые знания? Чтобы успевать за новшествами медицины, конечно, надо читать. Современные методы – это хорошо, однако опыт – немаловажный фактор в медицине, прибавляет бонус в пользу своего поколения врачей Сергей Владимирович. Мы им профессиональный опыт, они нам новшество, говорит он. Когда есть рядом кто-то из более опытных, из более старших, конечно, это все передается из поколения в поколение. Охват контролем, может быть, даже за населением было в Советском Союзе, лучше, чем сейчас в той же самой России. Несмотря на то, что сегодня наша медицина не испытывает дефицита урологов, есть врачи, без чьих имен нельзя освещать тему урологии. Лев Николаевич Ачма – один из таких. В послевоенные трудные годы много лет возглавлял республиканскую больницу. По специальности уролог. Больше 3 лет не работает. Интервью давать не очень любит, но нашей программе не отказал. Это было самое мое любимое дело. А вообще урология, она очень интересна. Она интереснее, чем хирургия, чем терапия, чем... так мне кажется, во всяком случае, так говорят все урологи. Наверное, каждый другой специалист хвалит свою специальность. Ностальгия есть, конечно, жаль, что так у меня все сломалось, но... А с другой стороны, надо тоже... где-то с возрастом отходить, и вперед должна идти молодежь. Лев Николаевич сейчас не занимается медициной, но внимательно следит за всеми событиями. Приобрести современное медицинское оборудование – это важный шаг к развитию, но его еще нужно сохранить, считает он. Урологическое отделение республиканской больницы, как я уже сказал, очень хорошо оснащено. Там практически решен вопрос о лечении мочекаменной болезни. Конечно, я вот как слышу со стороны, я мало хожу в республиканскую больницу, стараюсь там редко бывать. Оборудование великолепнейшее, которое было там поставлено за 3-4 года, очень многое вышло из строя. Оно очень дорогое, оно импортное, оно все было от ведущих мировых фирм.
Естественно, цена у нее дорогая. Да? Но если не делать профилактику хотя бы один раз в год, если не там что-то не подкручивать, не регулировать, в итоге она через 4-5 лет выйдет из строя, это естественно. Медицина, современная медицина, это очень дорогое, дорогостоящее удовольствие. Получается как? Мы затратили сотни миллионов на то, чтобы приобрести это оборудование, да? Но пожалели 100 тысяч. Договорились на 2-минутное интервью, а пообщались на 20. Тема медицины в нем еще не перегорела. Опираясь на свой профессиональный опыт, он делает анализ. Систему здравоохранения нужно реформировать не словом, а делом, считает Лев Ачба. Пора уже начать решать, что делать с системой здравоохранения. Сам больной, конечно, он не может вытянуть, если ему реально называть цены, которые стоят эти операции, а здесь 70% населения не вытянет. Тогда ничего не надо создавать нового, можно построить там маленькую амбулаторию сельскую и там делать аппендициты, а всех остальных там отправлять за границу. Но если пойти этим путем, то, я вас уверяю, гораздо во много раз, в 3-4 раза будет дороже это обходиться опять-таки нашему государству, чем следить за оборудованием и, соответственно, к нему относиться. Говоря о ранней диагностике вот данного заболевания, о котором мы с вами говорим, да, в данном случае мочекаменной болезни, да, что вы можете нам рассказать, как выявить, может быть, на ранних этапах данное заболевание, чтобы не доводить его до каких-то определенных моментов, до той же самой колики? Вы знаете как, наверное, все-таки выявить, да, диагностики, я бы посоветовал бы больше, да, что нужно сделать, чтобы предотвратить риск камнеобразования. Это активный образ жизни. Это сбалансированный рацион. К сожалению, наша традиционная кухня это прямо ведет нас к мочекаменной болезни. Да. Это острый продукт, белковая пища. Жидкости побольше надо пить. И вот вы, как сказали, на ранних, как только человек ощущает какие-то изменения, какие-то состояния, неприятные ощущения, надо идти в больницу, как бы не хотелось этого. Вот что я могу посоветовать больше. Спасибо за беседу. Удачи вам. Было очень приятно побеседовать. Всего доброго. Спасибо. Из всего, что мы попытались сегодня выяснить, есть положительные моменты. Самое главное, наверное, это то, что нужно вести активный образ жизни, движение, жизнь. А вообще на своем примере надо показать активный образ жизни. Я считаю, что после передачи надо одевать спортивный костюм, иди в спортзал, плавать. Вот тогда нам поверят. А еще лучше сейчас тохать, потому что время... Я думаю, что в деревнях этими заняты как раз. А ты на выходные не едешь, не тохаешь? В деревне нет. Почему? У меня, к сожалению, много других дел. Пропускаешь здоровый образ жизни. Я очень радуюсь, когда у нас в студии такие молодые врачи. Да, очень приятно и было вот чувствуется, побеседовать. что у него и свежие совсем знания, и вот это вот благородство, и сделать что-то большее, хорошее есть. Надеюсь, сохранится в нем. Будем надеяться на это. На этом позитиве мы заканчиваем. Заканчиваем. Оставьте, отдыхайте, идите пить чай.